Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы погадаем на замечательную тему, какой подарок вам приготовила Вселенная. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Вот такой оракул у нас. Какой подарок вам приготовила Вселенная? И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на главную страницу канала. Смотрите список самых популярных видео на любой вкус. Они все действуют в момент вашего просмотра. И также подписывайтесь на канал, мой второй канал «Школа Таро Альвие», и третий канал «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина. Более того, у меня есть очень хорошая группа в Телеграме. Там робот-гадатель работает, и он раздает предсказания на определенную тему по кодовому слову. И в описании к каждому видео есть ссылка на нашу группу в Телеграм. Итак, первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. Там у меня хрюкает собака, я извиняюсь. И четвертая позиция. Выберите интуитивно либо по номеру, первая, вторая, третья, четвертая, либо по картинке. Как вам больше нравится, да? Как вам именно ближе, по душе. Какой подарок вам приготовила Вселенная? И я начинаю с самой первой позиции, остальные пока убираю в сторону. Итак, какой подарок вам приготовила Вселенная? Димит, не хрюкай. Это моя собака, извиняюсь еще раз. Ух ты! Это птица Феникс. Вы знаете, это подарок в виде возрождения. Что это может быть? Вот первое, на что всегда птица Феникс намекает, это выздоровление. Если вы чем-то вдруг болеете, да, если вдруг вы чем-то вдруг болеете, таким, бывают тяжелые болезни, не тяжелые болезни, но вам это мешает в жизни, естественно. Вы хотели бы с этим справиться, вас это, бывает, там, людей укладывают на лопатки, да, или мешает там правильно вести здоровый образ жизни, работать, любовные отношения, что угодно, мешает, да, мешает какая-то болезнь, недуг. И вот Феникс, он говорит о том, что вот вы приходите в некое, что ли, отчаяние, да, но на самом деле все будет хорошо, и все восстановится, вот организм может восстанавливаться, да. А также это карта возврата. То есть, если вы ушли с работы, вас уволили, причем несправедливо обвинили или что-то такое сделали, то подарок здесь Вселенной в том, что вы пройдете в этом плане восстановления, реабилитацию, вас вернут, вас оправдают, с вами поговорят, извинятся. Если вас там лишали денег, воровали у вас деньги, брали в долг, не отдали, карта может показывать возврат долга, возврат денег, или там причитающиеся деньги не выплатили. Феникс возвращает отношения очень часто. Карта именно показывающая, что восстановите с кем-то отношения, если вы теряли с кем-то отношения. То есть именно такая карта показывает, что подарок будет в виде возврата любви, возврата личных отношений. Бывает часто такое по этой карте, что что-то просто вернется. Но иногда человек как будто бы возродился. Он себя чувствовал не в своей тарелке, не на своем месте. У него была постоянная депрессия, апатия. В жизни ничего не ладилось. И раз он начинает возвращаться к жизни, реабилитироваться. То есть, может быть, обида на кого-то смертельная была, что встать не могли от этой обиды, от депрессии, да? Вы полностью возродитесь, и у вас начнется новая жизнь, абсолютно новая жизнь. И в этом, конечно, главный подарок Вселенной. Также Феникс может показывать свободу от страданий и кармы прошлого. Что это значит? Может быть, все это время у вас была тяжелая судьба. Правда.
Человек испытание за испытанием просто проходит по кругу, ничего не понимает уже, когда начнется счастье. Измучился весь, да, потому что было слишком много в жизни трудностей. И, естественно, Феникс показывает трансформацию прошлого, и начинается новая жизнь, которая уже без забот, хлопот, проблем. Это главный такой важный тоже подарок. Почему? Потому что человек даже не знал, что может наступить белая полоса. Настолько мучился, трудно так было в жизни. И влияние нашего Феникса проявляется, когда мы понимаем, что страдали слишком долго, и пора уже что-то в жизни менять. И мы укрепляемся в своем намерении, решаем жить осознанно, перестать, может быть, подчиняться своим страхам и каким-то антипатиям. Ну, то есть, когда не нравится, да, кто-то, что-то. Вот как будто бы человек духовно растет. Да. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Очень хорошая позиция. Подарок, мне кажется, наилучший по ней. Не думаю, что кто-то переборет, но сейчас посмотрим. Это лучший подарок от Вселенной. Ну, сейчас посмотрим позицию номер 2. Что тут, какой подарок Вселенная вам приготовила в скором времени. Все-таки тоже интересно, да? Павлин. Ну, смотрите. У павлина есть две стороны. Как говорится, у всего есть две стороны, хорошая и плохая. И птица-то, она, конечно, благородная, но из отряда куриных, да. Поэтому многие воспринимают павлина как человека, ну, символ человека, который очень себя любит, бахвалится собой, да. Но с другой стороны, это символ богатства. Какой у него богатый хвост, правда? И здесь подарок от Вселенной – это богатство. Но не будьте при этом из отряда куриных, да. То есть, когда это богатство вы на себя нацепите, вам нужно вести себя как? Хорошо, благородно, по-человечески. Вот в этом вся суть. Сразу же дает испытание эта карта. И эта птица. Причем самое интересное, в первой позиции тоже птица была. Но птица Феникс, а здесь павлин. И это символ роскоши. Ну, вообще, вот кто может позволить себе дома держать павлина? Для него сад нужен огромный, территория много гектаров. Чтобы он себя чувствовал хорошо и никуда не уходил, ему нужно такие деревья большие, трава, чтобы была, чтобы ему было где пастись. Лучше несколько павлинов заводить, опять же, одного держать не будешь, в клетке не поместится, маленькая клетка не получится. То есть только богатые могут держать павлинов. Честно вам скажу, только богатые. И, конечно, всегда ассоциировался богатый хвост именно с драгоценностями, с драгоценными камнями, с шелками, с всякими жемчугами, там, с золотом, с бриллиантами. И ясно, понятно, что павлин дает вам эту роскошь. Роскоши будет, правда, много. Вы на поток изобилия встали, вы сможете или зарабатывать, или вас одарят какими-то большими денежными подарками в скором времени. Вот. Ну, единственная вот проблема, да, что он крикливый, у него не очень красивый голос, он не может петь прекрасные песни, он каким бы богатым и красивым ни был, у него есть недостатки, да. Не показывайте свои недостатки, как сказать, не гордитесь деньгами, когда вы их получите. Постарайтесь помочь другим и быть простым человеком, несмотря ни на что. Вы можете одеваться хорошо, но со вкусом. Постарайтесь без цветастых вот этих всяких штук. Вот извиняюсь за собаку. И, ну, почему? Потому что павлин часто показывает из грязи в князи людей. Я не говорю, что вы вот сейчас в грязи и там сейчас пойдете это, но просто вам нужно будет соблюдать вот какие-то, ну, нормы, что ли. Потому что богатство, деньги иногда людей действительно портят. Да и начинает человек перед своими там бедными друзьями слишком гордиться. Вот я про это говорю, что он дает это испытание, вот как будто бы выставляет ваше богатство вас немножко глупыми. И также еще, знаете, по павлину вам могут, ну, какой еще подарок может быть от Вселенной, да? Вам могут делать комплименты. Ну, мол, какая ты красивая. Мужчина, да, женщине?
какая ты красивая, какая ты роскошная женщина, какая ты добрая там, да. Нет никого у тебя прекрасней. То есть напевает вот это, ну, пытается там в уши, да, налить. Павлин — это стихия воздуха, это может быть человек, то есть пришедший в вашу жизнь, но именно с комплиментами. Прям вот такой вот весь ухаживающий какой-то человек. Даже если вы мужчина, вам может женщина в уши вот прям заливать, какой вы классный мужчина. Как вы хорошо сегодня оделись, как вы классно выглядите. И вы знаете, здесь есть в этой карте доброта, да, и даже некоторая самоуверенность. Но иногда человек не видит краев и берегов, да, Демитка. Человек иногда по этой карте слишком переусердствует со своими комплиментами. Вы это поймете, да, вот такой приспособленец человек, приспосабливается к любым обстоятельствам и умеет много говорить и льстить, да. Плюс стихия воздуха добавляет действительно красноречие. Ну, подарок в том, что вам это понравится, комплименты поднимают самооценку, и могут завязаться личные отношения с таким человеком. Однако знайте, что воздух, он немножко ветреный, и нужно еще уметь удержать отношения. Ну, вот такая позиция номер 2. Идем дальше к позиции номер 3. Какой подарок вам приготовила Вселенная в скором времени, да? Дельфин. Это хороший подарок. Один из лучших в колоде. Почему? Потому что это любовь на всю жизнь, да? Я не говорю, что вы нуждаетесь в любви на всю жизнь, прямо сейчас и так далее. Но, может быть, вы сейчас в отношениях, вам кажется, что и так уже все хорошо. Однако это символ именно верности и поддержки. То есть не бывает идеальных отношений, пока вы не встречаете дельфина. Искренняя любовь. Ну, не так часто человек может похвастаться, что его искренне любят, и он в этом уверен. Понимаете? Люди по этой карте могут телепатически даже друг с другом общаться. Если вдруг у вас нет любви, нет отношений, нет хороших отношений, не уверены в человеке, отношения застоялись, карта сразу говорит, что все будет хорошо в любви, да, и человек встречает именно родную душу, что ли. Вот как человека, который ему очень подходит и который искренне с ним, который любит его. Если бы я выбирала здесь позиции, я даже несмотря 4-ю, выбрала бы 3-ю, да, или 1-ю. Почему? Потому что, ну, хорошая, конечно, да, карта дельфин. Она, ну, как сказать, не то, что гарантирует, но вы можете быть в человеке более уверены, да, что он правда любит, что он не обманывает, и что он будет горой за вас, что вы, ну, и вы рядом с тем, кто испытывает чувство от души, что он как ребенок, да, привязан к матери или мать к ребенку. Также в любви бывает, что ты безраздельно так как-то любишь и не готов никогда менять даже, что ни случись, человека на другого. Но вы знаете, по дельфину есть еще подарки от Вселенной, то есть в нем плюсов целая гора, потому что он может означать, что вы встретите на своем пути настоящего целителя. Если вы больны, если у вас ранена душа или ранено тело, так скажем, да, иногда нам нужен хороший врач, иногда нам нужен хороший целитель душ. Психолог или, да, кто угодно, таролог тот же, да, да кто угодно другой. Если из этих специалистов, из эзотерическо-психологических. Или врач, да, или просто народный целитель. Вот как будто бы раз, и вам помогает кто-то. Ну, вылечивает вас, исцеляет душу или тело. Это лучший подарок. Почему? Потому что, когда у нас есть недуг, мы не живем уже нормально. Мы растворяемся именно в этой боли или в этом недуге, покрываемся страхом. Отвлечься от этого крайне сложно. Ты думаешь только о болезни, говоришь только о ней. То же самое с душой. Вот когда она ранена, и ты растворяешься в этой боли,
ты просто плаваешь в океане боли, и ты говоришь только об этом. Или молчишь только об этом. И думаешь только постоянно об одном и том же. И вот как исцелиться, да? Вот вам встречается человек-дельфин. Бог посылает часто таких людей, которые могут вытащить нас. И в минуты именно отчаяния, да? Дельфин приносит удачу, благословение высших сил, свет в жизни, а не тьму. И он рассеивает, наоборот, ваши проблемы. Много подарков может показывать эта карта, но сам факт, что это приносит только хорошее. И это будут только самые лучшие подарки Вселенной. Дельфин — это тот, кто может изменить всю вашу жизнь даже. И да, либо вы кого-то встречаете, либо это просто крутой поворот вашей жизни в лучшую сторону. Вот как-то раз и поворот кармы, что ли, поворот судьбы. Ну, вот такая вот у нас позиция номер 3. А мы идем дальше. К позиции номер 4. Какой подарок вам приготовила Вселенная в скором времени? Давайте посмотрим, что у нас тут. Ящерица. Как вы знаете, ящерица — это символ огня. Да? Это не просто символ огня, это дух огня. Дух. Ну, кто-то вот, как сказать, смотрит на ящерицу, кажется, что амфибия какая-то холодная. А на самом деле она является, наоборот, проводником в созидательный мир, да. Это очень интересная карта и интересное существо. И у этого существа невероятно развитые инстинкты. И, как вы знаете, очень приспосабливается, схвати ее за хвост, хвост отпадет, да, и вырастет потом новый. Но это же обалдеть, какое волшебство. Так вот, вы можете встретить магического человека, или причастного к магии, да, в скором времени какого-то волшебника, мага, практика или человека с неординарными способностями. Это будет подарок Вселенной, потому что пообщаться с таким человеком дорогого стоит, и от него можно взять наставление, что-то узнать важное, или даже он предскажет вам судьбу. Но также сама по себе ящерица может показывать, что Вселенная дарит вам такие навыки. Ну, то есть экстрасенсорные способности, хорошую интуицию, ясновидение, яснознание, способность читать мысли. И тогда вы сталкиваетесь в своей жизни с чем-то невероятным. Магия, она как, некий наркотик, что ли. Ты не можешь от нее освободиться, если ты встретил ее. Она навсегда селится в твоей жизни, и ты видишь вокруг все только уже в виде чего-то волшебного. Даже простой рассвет утром, облака на небе, все это кажется тебе уже пропитанным магией. И когда мы встречаем в нашей жизни что-то неординарное, как знак, может быть, или прозрение, или начинаем видеть будущее, мы в шоке находимся первое время, а потом пытаемся это освоить, да. И вот это потрясающий дар, поэтому вот этот внутренний огонь, шестое чувство, которое с вами будет, нужно развивать, конечно. И также дар по карте ящерица, по этому существу, да, от Вселенной может быть в виде путешествия, но не просто одного какого-то путешествия, а чаще всего частые поездки, командировки или просто разъезды, путешествия по миру, по городам, дорога, работа, связанная с дорогой. Или еще может быть муж-иностранец и гости издалека. Вот, переезд в другую страну. Поэтому у каждого здесь по-своему проиграется эта позиция, да, номер 4. Но я думаю, что принять лучше вообще все дары этой карты, да, все дары нашей ящерицы. И знаете, что если у вас есть живая энергия огня, то мир будет только улучшаться вокруг вас. Вы можете созидать, да, сделать что угодно, то, что вы хотите. И это волшебный мир.
вы наполнены благотворной, животворящей энергией. Вы знаете, стихия огня — это такая энергия, которую не так-то просто обуздать и не так-то просто потрогать, да? Но она существует, и она встроена даже в одно из наших тел, да, тонких тел. Ну, вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч.